Это новости экономики на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Минкомсвязь подготовила предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года. Ресурсы распределены по 4 категориям. Так, в список государственные информресурсы включены портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти. К значимым социальным сетям министерство отнесло ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, В кругу друзей, Мир тесен, Фотострана и Дневник. К почтовым сервисам Яндекс, Mail.ru и КМ.ру. К категории «Другие значимые информационные ресурсы» отнесен мессенджер БИП турецкого сотового оператора Turkcell. Как уточнили в Минкомсвязи, ведомство прорабатывает разные варианты и собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения. В Минкомсвязи добавили, что составленный список предварительный. И если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не будут включены в окончательный перечень. В министерстве также не исключили, что за бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию от государства. Единая валюта на территории России и Белоруссии появится не раньше, чем через 10 лет. Такой срок назвал зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Депутат указал, что хотя Минск и Москва уже сотрудничают в рамках договора о союзном государстве, подписание договора об объединении валюты двух стран идет медленно. Я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года, сказал политик. Водолацкий добавил, что между странами уже налажено взаимодействие по ряду направлений. Речь идет, например, о сфере обороны, промышленности, культуры и медицины. Вопрос о степени интеграции в рамках договора о создании союзного государства России и Белоруссии обсуждается с весны 2019 года. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке может быть расширена. Глава Минвостокразвития Александр Козлов потребовал распространить возможность покупки жилья на вторичном рынке на села, которые формально относятся к городским округам. На совещании рабочей группы по дальневосточной ипотеке представители многих регионов отмечали, что хорошо бы распространить действие льготной ипотеки и на вторичное жилье в городах. Но министр подчеркнул, что нынешние условия программы – максимум, что удалось согласовать с Минфином. Мы в любом случае будем пробиваться, думать по этому поводу, добавил он. Также министр обратил внимание чиновников на необходимость принятия мер по сдерживанию цен на жилье. Только за последний месяц в Якутии стоимость квартир выросла на 1,1%, в Приморском крае больше, чем на 1,5%, в Забайкальском на 2,1%. Если такие темпы роста цены сохранятся и дальше, то за год жилье может подорожать на четверть. Помешать этому местные власти могут, например, бесплатно предоставляя участки под застройку, модернизируя или прокладывая за счет бюджета инженерные сети. Toyota отзывает в России 82 641 машину из-за угрозы возгорания, сообщил Росстандартъ. Поводом для отзыва стал некондиционный уплотнитель, который удерживает нагреватель внутри форсунки стеклоомывателя лобового стекла. Возникает риск образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, из-за которого нагревателем со временем может треснуть. Тогда вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию, предупредил Росстандартъ. Под отзыв попали Toyota Highlander, Toyota Cruiser Prado, RAV4, а также несколько моделей Lexus RX200, RX350, RX450, созданные с декабря 2015 года. Их владельцам бесплатно заменят форсунки стеклоомывателя. Тем временем рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые превысила $100 миллиардов. А 2 недели назад компания стала стоить дороже, чем Ford и General Motors вместе взятые, рассказывает Артем Сторонов. Компания Tesla стала первым американским автопроизводителем, чья рыночная капитализация превысила $100 миллиардов. На торгах в среду цена одной акции поднялась до $555 за штуку. Бумаги компании дорожают невиданными темпами. За минувшие 8 месяцев их стоимость выросла в 3 раза. Таким образом, акции смогли отыграть двукратное падение цены в первом полугодии. По данным экономических изданий, капитализация Tesla растет благодаря финансовым успехам компании в третьем квартале 2019 года, высокому спросу на электромобили в Европе и открытию завода в Китае.
2 недели назад Tesla стала стоить дороже, чем автоконцерны Ford и General Motors вместе взятые. О своих финансовых успехах в четвертом квартале 2019-го компания должна отчитаться в следующую среду. Основатель Tesla Илон Маск стал на шаг ближе к увеличению своего благосостояния. Если ему удастся удержать капитализацию компании выше $100 миллиардов на протяжении полугода, он получит бонус в размере 346 миллионов. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.